Это «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Депутаты Госсобрания Илтумен приняли поправку в республиканский закон об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции в республике, которая устанавливает дополнительные ограничения при реализации алкоголя. Поправки в закон вступили в силу с 1 сентября текущего года. Что теперь изменилось, об этом сегодня и поговорим. Наш гость в студии Владимир Ржаков, заместитель главы города Якутска по развитию сельского хозяйства, торговли и предпринимательства. Владимир Владимирович, здравствуйте. Доброе утро, Петр. Я предлагаю начать с того, что в Якутске минимальная площадь для обслуживания увеличили до 75 квадратных метров. Сколько всего питейных заведений подпадает под это ограничение? По федеральному законодательству у нас в организациях общественное питание зал обслуживания минимально должен быть 20 квадратов. И благодаря закону, который сегодня в феврале, в начале года принял Илтумен, 1 сентября, у нас под ограничение подпадают порядка 80 с лишним организаций общественного питания, которые занимаются розничной торговлей алкоголя. Под ограничениями мы имеем в виду закрытие тех или иных территорий. Да, тут надо понять то, что есть понятие розничная торговля и есть понятие организации общественного питания, которые ведут розничную торговлю алкоголя. Закон принят в отношении, конечно, конкретно организации общественного питания. И, соответственно, на сегодняшний день более 80 подпадают, конкретно это 82 так называемые наливайки. Из них 21 заведение было закрыто. В общем и целом по городу у нас более 200 таких организаций, которые занимаются общественным питанием и параллельно торгуют алкоголем. Вы сказали, 21 заведение удалось закрыть с начала принятия закона, но тем не менее предприниматели, владельцы этих помещений, они же просто-напросто либо переоборудуют, либо увеличивают площадь, а само здание остается. Что делать в таких случаях? По закону зал обслуживания у нас составляет 75 квадратных метров. И еженедельно у нас ведется мониторинг, и конкретно управы ведут по своим округам. И некоторые, как говорится, организации общественного питания, они, если им это позволено, они расширяют. На сегодняшний день у нас 17 объектов на сегодняшний день на реконструкции, то есть они расширяют свои залы. И, соответственно, они приводят в соответствие с законом. И вообще понимание лжекафешек, так называемых, и наливаек, это как? Вы, наверное, проезжали, видели, в основном там, как говорится, столик пластиковый стоит, 4 стульчика, и люди там сидят и пьют, потому что у нас ограничение в отношении розничной торговли алкоголем еще было принято при Егоре Афанасьевиче, где было принято, что алкоголь у нас в розницу продается с 14 до 20:00. Соответственно, эти наливайки, так называемые, они имеют возможность без лицензии работать. И они могут время неограниченное торговать. Поэтому именно с этой точки зрения было принято такое решение. Владимир Владимирович, не секрет, что даже те наливайки, про которые мы сегодня говорим, если они закрываются, они переезжают в другое место и открываются в помещении побольше. Допустим, один из примеров, одна из них появилась прямо на площади Орджоникидзе возле Сахатеатра. Напротив, в здании Почты России еще 2 наливайки. Это не получается борьба с ветряными мельницами? Это называется белые пятна. 6 мая 2022 года было принято постановление номер 118 окружной администрации города Якутска. Вообще по федеральному законодательству муниципальное образование имеет право сделать ограничения по расстояниям. На сегодняшний день это от входа до входа здания. То есть организации для несовершеннолетних детей, образовательные, там у нас ограничения для розничной торговли 200 метров. Спортивные объекты 200 метров. Также у нас по объектам здравоохранения 200 метров. Военные, военкомат, военные части тоже 200 метров. Образование СУЗы, вузы, там у нас 300 метров выходит. Это в отношении розничной торговли. В отношении общественного питания у нас везде 50 метров. И плюс к этому есть понимание прилегающей территории от многоквартирных домов.
Там тоже у нас принято расстояние 50 метров, то есть от стены многоквартирного дома до входа. Вот. И, соответственно, вот такая мера, почему она была принята? Это такая довольно-таки долгая будет процедура, потому как организации общественного питания, которые торгуют алкоголем, они имеют право получать лицензии и право работать без лицензий. А розничная торговля, она работает конкретно по лицензии. То есть примерно на 5 лет получает лицензию, и у них есть право пролонгировать еще на 5 лет. Вот. Затем, и много людей возникает вопросов в отношении того, что вот есть школа, а 150 метров стоит розничная торговля алкоголем. Вот. Хотя они лицензию получили до того, как вступило в силу постановление 118, которое у нас вступило в силу 1 сентября 2022 года. Соответственно, они ранее получили лицензию. Вот. У них еще есть право продлить на 5 лет. Вот. И, соответственно, через определенное время у нас результаты этой работы будут видны через 5 и далее 10 лет. Это довольно-таки долгосрочная работа, потому как в последующем у нас, как говорится, через 10 лет у нас существенно уменьшится количество розничной торговли. Ну, Да. планирование перспективы, да, это Да. хорошо, но вот здесь сейчас у нас прямо на одной из главных площадей города красуется огромный алкоточек. У Бати, который на площади Орджоникидзе, он рядом открылся с Сахатеатром. Сахатеатром. Вот, у нас объекты культуры не подпадают под ограничение 118 по расстоянию. А администрация вправе внести изменения? Да, мы будем совершенствовать нашу нормативку. Вот, это наш первый опыт. Вот, мы изучаем практику регионов и будем совершенствовать. Расстояние будет, потому что постановление мы можем внести изменения. Ну, конечно, надо пройти всю эту процедуру согласования с ОРВ. Вот. Ну, конечно, как говорится, не все быстро строится, но на сегодняшний день 21 заведение закрылось. Вот, 17 у нас на реконструкции. Вот. Ну и будем дальше работать. Ну, тем не менее, 21 заведение – это отличная цифра, я думаю. А вообще вопрос квотирования, расположения алкогольных точек на территории Якутска как-то разрабатывается? Как вот решается вопрос? По законодательству такого понимания нету. Поэтому я не в курсе такого. То есть они самостоятельно определяют, где Да. открываться, когда открываться, в каком количестве? Да, они именно смотрят муниципальную, и республиканскую, и федеральную нормативку. Владимир Владимирович, какие меры сегодня принимаются в отношении тех заведений, которые нарушают требования установленной администрации, которые торгуют рядом с жилыми домами, вот, помещениями, так скажем, отведенными под объекты образования и так далее? Да, вот конкретно по многоквартирным домам у нас, согласно закону, у нас 2 критерия, по которым они должны прекратить торговлю алкоголем. Это называется не полное закрытие организации. Пусть они прекращают торговлю алкоголем, но они могут общественным питанием заниматься. Бургерную там открывать, шаурмичную или что-то в этом роде. Да? Вот. Конечно, это, во-первых, это 50 метров от многоквартирных домов, это расстояние. Далее 75 – это зал обслуживания, который принят по закону Илтумена. А контроль за реализацией закона у нас чисто на Министерстве внутренних дел. Вот. Ну и, соответственно, к нам приходит много заявлений, жалоб, вот, и, конечно, мы разбираемся по этому поводу. Но на сегодняшний день в связи с нынешней экономической ситуацией есть много таких моментов, когда бизнес нельзя, как говорится, слишком жестко контролировать. Ну, это вот те самые Да. законы ковидного времени еще, когда им нельзя было проводить проверки. А вот что касаемо проверок, как ведется мониторинг лжекафе, наливаек, о которых мы сегодня говорим, будет ли он продолжен? Конкретно мониторингом занимается у нас управа. Они конкретно знают, сколько у них наливаек, вот, сколько у них еженедельно они мониторятся, какое количество у нас там где-то открылось, где-то закрылось. Вот. Ну и полный контроль у нас, как говорится, на Министерстве внутренних дел. Ну и производится профилактическая работа, предоставляется предостережение, уведомления, вот, и совместные рейды тоже проводятся. А как сами предприниматели реагируют на вот подобные рейды? Ну, конечно, в своей массе очень негативно. Многие ухищряются, меняют учредителей,
регистрируют в других городах. Вот. Поэтому сложно, конечно, эта работа очень сложная. И ну, надо все это понимать, конечно. Но у нас свой закон норматив работает, и мы будем его придерживаться. Ну и в любом случае закон нужно выполнять. Да. Владимир Владимирович, вот вопрос как специалисту. Как считаете, с чем связан вот подобный рост такого формата кафе, если можно их назвать кафе у нас в городе? Потому что ну, за последние, я думаю, года 3-4 их просто ну, как грибы после дождя. Да, это связано с тем, что у нас розничная торговля алкоголя прекращается в 20:00, вот, и люди уже вынуждены идти за алкоголем, вот так называемые лжекафешки, наливайки. Вот. Ну и надо отметить то, что вы, наверное, в СМИ читали, то, что к нам будет заходить там Бристоль, Красное, Белое, да. На сегодняшний день они всего лишь 2 филиала открыли. И то не в центре города. Это о чем говорит? О том, что закон работает. Не то, что закон, а постановление 118, да, которое определило границы, да, 300, 250 метров, он работает. И мы могли спокойно здесь полностью, как говорится, в больших крупных городах, везде получить алкогольные маркеты, которые были прям каждые 5 метров. И сегодня они не могут залезть в центр города, они могут открывать свои магазины не в центре. Вот. И поэтому, конечно, им невыгодно. Поэтому федеральные сети алкогольные сюда не зайдут. Владимир Владимирович, в заключение, как и куда пожаловаться на работу так называемых наливаек? Непосредственно напрямую надо идти в управы. Как говорится, это наши представители власти, и надо к ним идти. То есть никакой горячей линии, куда можно позвонить? МВД, управы. И, как правило, как часто реагируют, как быстро, точнее, реагирует управа? Но если это законом не предусмотрено, то есть если они под ограничение подпадают, что тут право сделает? Ничего не сделают. Поэтому они смотрят на, как говорится, а управы, в свою очередь, они взаимодействуют с Министерством внутренних дел. Ну вот если брать, суммируя, какой срок будет от поступления заявления до закрытия незаконных вот этих вот кафе? Если организация в 51 метре, да, от многоквартирного дома, организация общественного питания, и зал обслуживания составляет 76 метров, никак не закроешь. Вот. А то, что если мы сегодня ведем актуализацию именно техпаспортов, первичных документов, которые именно определяют именно зал обслуживания, площадь зала обслуживания. Владимир Владимирович, ну я уверен, со временем ваша работа действительно даст еще больше результатов. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо за приглашение. Ну а я напомню, это было актуальное интервью. До новых встреч!